эфире выпуск новостей. В студии работает Бигаим Бигалеева. Здравствуйте. Любые попытки дестабилизировать обстановку в Кыргызстане будут пресекаться в рамках закона жесткими мерами, а виновные будут привлечены к ответственности. Такое заявление распространило Министерство внутренних дел. В заявлении отмечается, что принимаются необходимые меры по обеспечению общественного порядка и безопасности. Создан оперативный штаб, составлен план мероприятий. Осуществляется комплекс предусмотренных законом оперативно-профилактических мер в местах массового скопления населения, а также в среде организованной преступности, направленные на сохранение общественно-политической стабильности в стране. МВД призывает всех физических и юридических лиц к соблюдению законности при проведении митингов. Любые акции надо проводить в рамках закона, нельзя злоупотреблять свободами, предоставляемыми демократией. Противоправные деяния наносят большой вред не только государству и обществу, но и создают угрозу безопасности других граждан республики. Органы внутренних дел намерены жестко пресекать любые противозаконные действия. МВД не участвует в политических вопросах, одинаково относится ко всем, но в случае обнаружения на митинге нарушений правопорядка все факты фиксируются и будут приниматься жесткие меры к нарушителям закона. По предварительным данным, Государственная налоговая служба за январь-февраль собрала 11 миллиардов 918 миллионов 400 тысяч сомов налогов и платежей. Об этом сообщили в ГНС. Установленный план выполнен на 100,1% или перевыполнен на 15 миллионов 500 тысяч сомов. По сравнению с 2 месяцами прошлого года поступления налогов увеличились более чем на 744 миллиона сомов или темп роста составил 106,7%. С 1 марта заработала система электронного билетирования Тулпар. Теперь платить за проезд можно только по безналичному расчету. Для оплаты надо купить карту Тулпар. Если у пассажиров есть вопросы, они могут задать их консультантам, которые ездят в автобусах и троллейбусах. Консультанты следят за работой системы и в случае проблем с оплатой помогут горожанам. Также можно позвонить в сервис-центр по номеру 0312 58 20 00, написать в Telegram или WhatsApp. Помимо этого, можно связаться по электронной почте feedback@tulparcard.kg. Пользователи также могут обратиться в офис проекта по адресу улица Ибраимова, 115А, 603 кабинет. Информацию о проекте можно найти и на официальном сайте. За нарушение сроков уплаты штрафов на спецстоянке с начала года доставлено 124 транспортных средства, сообщили в ГОБДД МВД. Управление напомнило, что штраф должен быть уплачен не позднее месяца. В противном случае сотрудники ОБДД вправе отправить машину на штрафстоянку до погашения задолженности. Всего с 1 января по 27 февраля выявлено свыше 91 тысячи нарушений ПДД. В основном это превышение скорости. Муниципальные предприятия активно готовятся к весеннему озеленению города. Так, на сегодняшний день в Бишкеке сотрудниками посажено более 1500 хвойных деревьев. Вместе с тем идет обрезка сухих ветвей, а в теплицах были посеяны семена около 20 видов однолетних цветов. О ходе озеленительных работ в городе в материале Джазгуль Бакытбек-кызы. Вся та красота, что радует горожан с весны до поздней осени, выращивается именно в таких теплицах. Их всего около 20. Буквально через 2 месяца будут посажены более 1 миллиона цветов. Кстати, нужно отметить и тот момент, что дизайном и оформлением цветов занимаются не специализированные люди, а простые сотрудники Бишкек-Зеленхоза. Эти теплицы делятся на 2 части – роддом и ясли. Звучит смешно, но всем понятно. В родильном доме сеют семена. Через определенное время рассада высаживается в стаканчики и переносится уже в ясельки. А там уже идет процесс формирования к посадке. Когда растение достигнет необходимой высоты, в зависимости от вида и сорта, да, и уже будет с готовым бутоном, то есть оно уже в этих стаканчиках будет отпускаться в город для озеленения улиц. Поэтому оно в этом отношении, то есть в этом состоянии выращивается и доводится, скажем, до кондиции, для стандарта для озеленения. Этим растениям нужен особый уход. Например, для того, чтобы цветы цвели пышно и вовремя, а стебли не были тонкими, нужно знать специальные секреты. Чтобы не навредить корню цветка, сначала углубляем место посадки, а затем осторожно опускаем корни. 2 недели назад сюда мы посадили семена более 6 видов цветов, а сейчас эта рассада уже готова к пересадке в специальную емкость.
С января этого года на протяжении всей улицы Профсоюзная посажены более 600 таких можжевельников. Напомним, до этого эта территория между улицами пустовала. Здесь же задействованы около 40 сотрудников Бишкекзеленхоза. В городе уже высажено более 1500 хвойных насаждений, а с наступлением весны начнутся работы по посадке широколиственных саженцев. С марта начнем уже посадку лиственных деревьев, а также будем делать газоны новые. Как вы видите, сейчас на улице Профсоюзной будем делать газоны, поливать на водопровод, и будет полив, и газон. А весной будет полностью город, центральная улица тоже будет озеленяться, то есть новые газоны будем делать. В этом году Бишкекзеленхозом будет реконструировано несколько крупных парков. Джазгуль Бахытбек, Бексултан Курманбек-Улу, Алато, 24. Это были все новости на этот час. Следите за нашими эфирами на страничках Facebook, YouTube, на официальном сайте нашего телеканала ktrk.kg, а также будьте в курсе свежих новостей посредством мобильного приложения Алато-24. Ну а мы продолжаем следить за развитием событий в стране и за ее пределами. Всего вам доброго!